Девятая обязанность благонравной жены – стыдливость и целомудрие. Стыдливость и целомудрие должны быть обязательными чертами благонравной женщины. Стыдливость и целомудрие – наиболее яркие признаки любви жены к мужу. Никто из мужчин не желает иметь порочную жену. Даже если женщина очень красива внешне, мужчина, узнав о ее бесстыдстве, отвернется и выберет скромную. Вспыхнувшее поначалу чувство любви угаснет, сменившись отвращением. Порочность, распущенность всегда были осуждаемы в обществе. Эти качества враждебны Всевышнему Аллаху, поэтому благонравная женщина, желая быть послушной супругу, чтобы не попасть в немилость Всевышнего Аллаха, изберет скромность, а не распущенность. Совестливый человек, каким бы бедным он ни был, будет всегда в почете среди людей, а бессовестный человек, каким бы богатым он ни был, не будет вызывать уважения. Стыдливость является одной из ветвей древа ислама, корни которого уходят в рай, а ветви находятся в бренном мире. Тот, кто ухватится за веточку этого дерева, несомненно, достигнет и корней. Румянец смущения, присутствующий на лицах благонравных женщин, быстрее молнии достигает глаз супругов и роняет зерна любви в их души. Сплетни, раздоры, пустые разговоры присутствуют в обыденной жизни распущенных женщин. Благонравные женщины не будут распускать сплетни или заниматься обманом. Если женщина говорит неправду мужу, то такая ложь вдвойне отвратительна. Жена, которая обманывает мужа, самая порочная и распущенная в обществе. Женщину-лгунью нельзя взять не то что женой, а даже работницей. Благонравной женщине, имеющей стыд, не подобает злословить, затевать склоки, проклинать, читать баддуа кому-либо, обсуждать чьи-то недостойные поступки и проявлять высокомерие. Итак, стыдливость и целомудрие есть духовные украшения женщин. Духовное — то, что не видно глазам, а можно ощутить только душой. Но это такие украшения, которые не сравнятся со множеством украшений, служащих только для услады глаз. И если женщина прекрасна внешне, но бесстыдна и порочна духовно и поступками, в течение короткого времени ее могут покинуть и муж, и друзья, и родственники.